Здравствуйте, в эфире программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии Сергей Дорофеев. Смотрите сегодня. Семейный подряд. Президент Таджикистана назначил нового мэра Душанбе, генерал-майору Рустаму Эмомали, 29 лет. Он старший сын главы государства. И он является самым молодым генералом на пространстве Содружества независимых государств. Сенсации не случилось. В киргизской столице остался руководить действующий градоначальник, ставленник президента. Вот, мэр! Наш мэр достойный человек, достойный руководитель. Работа над ошибками. Депутаты таджикского парламента наконец включили расходы на инсулин в госбюджет. Тысячи человек теперь не останутся без жизненно важного лекарства. Я, честно говоря, не могу себе позволить покупать инсулин. Семья у меня большая. Без особого оптимизма. В Москве не ожидают улучшения отношений с США. Кремль осторожно реагирует на речи избранного президента Трампа и кандидата на пост госсекретаря Тиллерсона. Мы не предполагаем, что будет легко. Мы исходим из того, что важно, какой будет подход к решению этих сложных вопросов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неожиданно уволил мэра Душанбе Махмадсаида Убайдулоева. О причинах такого решения в официальном указе ничего не говорится. Сразу после этого был назначен временный руководитель горсовета, бывший глава антикоррупционного ведомства страны Рустам Эмомали, старший сын президента Рахмона. На связи с нашей студией из Душанбе корреспондент программы Анушервон Арипов. Анушервон, что еще известно об этом внезапном назначении? Здравствуйте, Сергей. Сегодня указом президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 64-летний Махмадсаид Убайдулоев был освобожден от должности председателя города Душанбе, которую он занимал последние 19 лет. Новым мэром президент назначил своего старшего сына, 29-летнего Рустама Эмомали, на эту должность. И ранее Рустам Эмомали возглавлял антикоррупционное ведомство страны. Махмадсаид Убайдулоев пришел в высшие эшелоны власти вместе с Эмомали Рахмоном как ближайший его соратник из 2000 года. Он является председателем Верхней палаты парламента, то есть фактически вторым лицом в государстве. Для политических наблюдателей назначение Рустама Эмомали мэром города стало неожиданностью, потому что ему пророчили пост председателя МВД страны, учитывая его опыт в двух силовых ведомствах. До антикоррупционного ведомства он возглавлял таможенную службу Республики Таджикистан в звании генерал-майора. Кстати, несмотря на такое высокое звание, военного образования у Рустама Эмомали нет, и он является самым молодым генералом на пространстве Содружества независимых государств. По мнению многих экспертов, президент решил проверить своего сына на административно-хозяйственном посту перед возможной передачей ему власти в 2020 году. Сергей. Из Душанбе корреспондент программы Анушервон Арипов. Анушервон, спасибо. Выборы мэра прошли и в столице Кыргызстана, Бишкеке. За пост боролись всего два кандидата. Действующий градоначальник, ставленник президента Атамбаева Албек Ибраимов и представитель оппозиции Нурдин Абдылдаев. Это не прямые выборы. Мэра определяют не горожане, а 45 депутатов городского парламента. За ходом голосования следил наш корреспондент Шавкат Тургаев. Еще до голосования под окнами мэрии собрались на митинг сторонники действующего мэра Албека Ибраимова. Блюстители порядка спонтанный слет сторонников протеже президента разгонять побоялись. Правда, скандировали имя своего кандидата, собравшиеся почему-то робко и недружно. Вот, мэр! Наш мэр достойный человек, достойный руководитель. От вас я вот просто прошу сердцем поддержать сегодняшние выборы нашего мэра. Единственный оппонент Ибраимова, мало кому известный до начала предвыборной гонки Нурдин Абдылдаев, завидев толпу, тоже неподдельно удивился. Когда понял, что речь идет о группе поддержки его соперника, улыбнулся и направился в зал заседаний. В тесном помещении к этому времени уже собрались депутаты, которые и должны были решить судьбу выборов. Некоторые перед главным действием захотели снова заслушать кандидатов, поскольку претенденты на пост мэра толком так и не представили горожанам свою программу. Давайте дадим возможность выступить сегодня кандидатам. Алмаз Муханович, вы говорите, что они после выступят. Какой смысл выступать после? Мы уже проходили через это после.
Если не хочет один из кандидатов выступать, пусть выступит тот, кто хочет. Пусть горожане его увидят и услышат. Чего мы боимся? За что голосовали сегодня избиратели и горожане города? Чтобы мы в течение 10 минут провели выборы и сбежали отсюда? Однако времени на высокопарные речи решили не тратить и сразу приступили к голосованию. Из 45 народных избранников за Ибраимова вполне ожидаемо отдали свои голоса 29 депутатов. За темную лошадку Абдулдаева только 12. Проигравший кандидат поражение принял, однако посетовал, что выборы прошли под давлением митингующей за окном толпы. Уважаемый Албек Сергеевич, поздравляю вас. Депутаты сделали свой выбор. Мы принимаем это решение. Очень жаль, что это было сделано под каким-то давлением. Но я желаю вам успеха. Спасибо. Спасибо. Вам удачи. Триумфатор Албек Ибраимов на краткой пресс-конференции был вынужден ответить журналистам о происхождении стихийного митинга. Для многих была ожидаема, ваша победа. Зачем организовали акцию поддержки возле мэрии? Я не знаю зачем, потому что вы у них должны спросить, зачем они организовывали, потому что я не организовывал. А вы знаете этих людей, которые организовали? Ну, я так, как и вы, здесь сидел в здании, поэтому я даже... Вопрос такой, что я не выходил на улицу, не видел. Собственно, выборы мэра Бишкека изначально называли формальностью. В том, что Албек Ибраимов останется на своем посту, никто не сомневался. Шавкат Тургаев, Айбек Кулчуманов. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. В Казахстане задержан бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Его подозревают в получении взяток в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции. 36-летнего Бишимбаева сняли с должности накануне Нового года, через 8 месяцев после назначения. Как пояснял тогда президент Нурсултан Назарбаев, отставка чиновника связана с уголовным делом в отношении его бывших коллег в национальном управляющем холдинге «Байтерек». Напомним, все они были арестованы в конце прошлого года. По данным следствия, в период, когда главой холдинга являлся Бишимбаев, были созданы схемы получения крупных взяток. Когда началось следствие в отношении руководителей Байтерека, Бишимбаев заявлял, что ничего о коррупционных схемах не знал. Так это или нет, теперь будет разбираться следствие. Процесс над журналистом в межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялось предварительное слушание по делу главного собственника издания Central Asia Monitor и интернет-портала «Радио.» Бигельды Габдуллина. Его обвиняют по статье «Вымогательство в особо крупном размере». Адвокат журналиста подал ходатайство о прекращении судебного производства. По словам защиты, Габдуллин полностью признал свою вину и возместил ущерб, причиненный потерпевшим лицам в размере 20 миллионов тенге, это более 60 тысяч долларов. Габдуллин обращался с заявлением об освобождении его от уголовной ответственности в связи с раскаянием. В ходе досудебного расследования было оформлено заявление Габдуллина о его явке с повинной. Журналиста задержали сотрудники Национального бюро по противодействию коррупции Казахстана по подозрению в вымогательстве денег у госорганов в пользу собственных изданий. Главное судебное разбирательство по делу журналиста назначено на следующий вторник, 17 января. Защитник подсудимого Габдуллина, адвокат Мухаммедияров, обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Габдуллина в связи с его деятельным раскаянием. Мотивирует это тем, что подсудимый Габдуллин признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию уголовного правонарушения и расследованию уголовного дела в полном объеме, возместил материальный ущерб. Суд приходит к следующему выводу. Решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием подсудимых в ходе предварительного слушания является преждевременным. В Таджикистане, похоже, решается проблема нехватки инсулина. В новом году правительство выделило на закупку препаратов для больных сахарным диабетом почти 400 тысяч долларов. В прошлом году депутаты просто забыли включить в бюджет страны расходы на покупку инсулина. До этого международные доноры бесплатно снабжали страну препаратом. Из Душанбе Анушервон Арипов. Я, честно говоря, не могу себе позволить покупать инсулин. Семья у меня большая, хотя я работаю и дети тоже. Но не хватает денег в семье. Вообще не знала, что буду делать.
Зухро Сафарова из поселка, расположенного в 1,5 часах езды от столицы, дважды в месяц приезжает в Душанбе за инсулином. Сельская учительница с зарплатой примерно в $50 не может себе позволить тратить половину заработка на лекарства. Разговоры о том, что бесплатный инсулин в стране может закончиться, весь год держал ее в страхе за свое здоровье и жизнь. Инсулинозависимые первого и второго типа, находящиеся за чертой бедности, которые не могут себе позволить инсулин, или люди с ограниченными возможностями за счет Центра эндокринологии республики и других подобных центров получали инсулин в полном объеме. Если раньше инсулин выдавали всем желающим бесплатно за счет пожертвований из США, то в прошлом году международный проект HOPE закончился, а парламентарии почему-то забыли заложить в бюджет страны расходы на покупку жизненно необходимого для диабетиков препарата. Чтобы обеспечить инсулином хотя бы детей, руководство Минздрава стало экстренно искать международных доноров. В Таджикистане почти 3700 инсулинозависимых первого типа. 800 из них дети, и их снабжаем инсулином, предоставленным международным проектом «Жизнь для детей». Они обеспечены полностью. Для бедных слоев населения средства на покупку препарата собирались миру по нитке. Минздрав страны экономил на незначительных проектах. Где-то помощь жителям городов оказывали местные администрации. Например, в столичном медицинском центре за счет администрации города был куплен инсулин, и жителям столицы со вторым типом диабета выдается в полном объеме. В этом году правительство все-таки выделило деньги на покупку инсулина, и чиновники обещают, что его снова будут выдавать всем инсулинозависимым первого и второго типов, а их в стране более 3600 человек. Всего в Таджикистане, по последним данным, проживает более 34 тысяч человек, больных диабетом. В 2017 году правительство Республики Таджикистан выделило на покупку инсулина 3 миллиона самани. Этих денег в прошлом году не было. Это очень хорошая для нас новость, и мы обеспечим всех. Количество больных диабетом с каждым годом растет. Это связано со стрессами, которые испытывают нуждающиеся слои населения. Несмотря на то, что в этом году бюджет республики принят с дефицитом, руководство Таджикистана все-таки нашло средства для этих людей. Но в будущем Минздрав все же рассчитывает на помощь международных доноров. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. Без особого оптимизма. В Москве не ожидают улучшения отношений с США. Кремль осторожно реагирует на речи избранного президента Трампа и кандидата на пост госсекретаря Тиллерсона. Мы не предполагаем, что будет легко. Мы исходим из того, что важно, какой будет подход к решению этих сложных вопросов. Новое продолжение истории со списками Надежды Савченко. Украинская летчица и депутат, напомню, опубликовала фамилии военнопленных и пропавших без вести на Донбассе. В СБУ уверены, тем самым она как минимум нарушила закон о персональных данных. Савченко утверждает, все данные получила на встрече с главарями боевиков так называемых ДНР, ЛНР в Минске и собирала информацию сама. Сейчас Надежда Савченко находится в Праге. Наш корреспондент смог задать ей вопрос, зачем она, как считают в СБУ, нарушает закон, подвергает риску самих пленных и их родных, почему идет на открытый конфликт с украинскими спецслужбами. Савченко ответила критикой. На украинском телевидении звучит много заявлений, которые исходят от людей, которые являются не экспертами, а популистами. Если кто-то готов выдвинуть обвинения в мой адрес, я готова их рассматривать в суде, а не в желтой прессе, и отвечать на любые заявления так же медийно, как это делают они. В списках я не публиковала закрытых личных данных. Списки опубликованы достаточно осторожно. Пока что я не получила ни одного звонка, ни одной жалобы от родственников, которые бы попросили убрать человека из списков и не афишировать имена. Может ли быть открыто уголовное производство по действиям Савченко? Накануне мы обратились в Генеральную прокуратуру Украины. Там ответили, что ждут соответствующего заявления СБУ. И в службе безопасности сказали, что сейчас анализируют, есть ли в действиях Савченко состав преступления. И отметили, что отслеживают ее контакты как человеку, у которого есть доступ к гостайне. Новый виток скандала вокруг русского пенцентра. Из него уже вышли поэт Лев Рубинштейн, писатель Борис Акунин, лауреат русского букера Александр Ильичевский, и вот теперь еще и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
Фактически это знак протеста после того, как из организации исключили журналиста Сергея Пархоменко. Как говорится в заявлении Пенцентра, Пархоменко исключили, цитата, «за провокационную деятельность, несовместимую с ее целями и задачами». Эти негласные задачи как раз и раскритиковала Светлана Алексеевич. Одна из причин – это Сенцов, да. Они вообще категорически отказываются подписывать любые, они хотят тихонько переждать, что-то у власти попросить. Ну, а некоторые, может, и искренне считают, что Россия встает с колен, и они должны служить власти. Что русские писатели никогда себя так не вели, как только разве в сталинское время. По мнению самого Пархоменко, руководство Пенцентра не поддержало обращение к президенту России с требованием немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Кроме того, в своей статье журналист утверждал, что были сфальсифицированы выборы руководства организации. Надо ли Олега Сенцова освободить? Вы знаете, я все это изложено, вот потерял бумагу. Значит, мы просим о смягчении обстоятельств. Нет, если бы вы могли решать его судьбу, вы бы его отпустили или нет? Давайте по-другому. Если бы я решал его судьбу, я бы его отпустил и поджопника бы ему дал бы еще бы так. И сказал, не балуйся больше. Самолет Ту-154 Министерства обороны России, разбившийся в декабре минувшего года, не был взорван. Эксперты полностью исключили возможность теракта на борту или поражения лайнера ракетой. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант». Журналисты ссылаются на источник, знакомый с ходом расследования. Однозначные выводы Следственной комиссии основаны на данных исследования фрагментов фюзеляжа, личных вещей и багажа пассажиров, а также перевозимого груза. Никаких следов взрывчатых веществ, по крайней мере, так пишет издание, следователи не обнаружили. Помимо этого, характер повреждения элементов конструкции самолета не соответствует последствиям взрыва. После частичной расшифровки черных ящиков стало известно о сбоя в работе технических систем лайнера. Самолет Ту-154, направлявшийся из Сочи в Сирию, напомню, упал в воды Черного моря рано утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека, 8 членов экипажа и пассажиры, артисты ансамбля Александрова, военнослужащие, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли. В Москве не ожидают резкого улучшения российско-американских отношений. Об этом заявляет представитель МИД России Мария Захарова после выступления в Конгрессе кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Мы не предполагаем, что будет легко. Мы исходим из того, что важно, какой будет подход к решению этих сложных вопросов. Будет ли этот подход нацеленный на прагматичный и конструктивный диалог в пользу решения вопросов, либо это будет отказ от попытки решить даже самые легкие вопросы. Накануне Тиллерсон назвал Россию угрозой для Соединенных Штатов, поддержал закон Магнитского и заявил, что у Москвы не было юридических оснований для аннексии Крыма. Захарова также прокомментировала публикацию досье о так называемом российском компромате на Трампа и о том, какая реакция была после выпуска. Люди, которые это делали, я не могу сказать, какие они цели преследовали, но они вообще не понимают, чем занимаются те, кто стал фигурантом этого доклада. То есть это полный отрыв от реальности. Ну, абсолютный. Ну, это The Guardian, но это то же самое, что сказать, что там, не знаю, королева Великобритании вербовала кого-то в овощном магазине в Москве. Вот это вот уровень такой, если это вам понятно. Тем временем стало известно имя автора скандального доклада. Это бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Кристофер Стил. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили сразу несколько крупных изданий, в том числе Wall Street Journal и агентство Рейтер. Британские журналисты сегодня дежурят у лондонского офиса консалтинговой компании Orbis Business Intelligence. Ее основателя, бывшего агента британской разведки Кристофера Стила, называют автором доклада о российском компромате на избранного президента США Дональда Трампа. Стил и его компаньон Кристофер Барроуз основали эту фирму в 2009-м. До этого Стил работал в Ми-6. В 90-х он несколько лет провел в Москве под дипломатическим прикрытием. Затем его перевели в Париж и позже в Foreign Office в Лондоне. Когда он окончательно ушел из разведки, неясно. Впрочем, даже оставив шпионскую карьеру, Стил продолжал работать со спецслужбами, но уже с американскими. Он был одним из информаторов ФБР в деле о коррупции в ФИФА. Тогда его сведения оказались верны.
Для работы над досье Дональда Трампа Стила изначально привлекла компания Fusion GP. Это базирующийся в Вашингтоне центр политических исследований. Заказчиком якобы был неназванный республиканец, хотевший помешать Трампу выиграть номинацию от партии. По данным BBC, это был Джеб Буш, один из 16 соперников Трампа во время американских праймериз. Эта информация пока не подтверждена. Стил прекратил общение с ФБР лишь в октябре, за месяц до американских выборов. Причиной якобы стало недовольство бездействием ведомства. Он опасался, что его данные не воспринимают всерьез. Впрочем, согласно источникам Рейтер, это было не так. На основе сведений Стила ФБР начало предварительное расследование связи Трампа и его окружения с Россией. Но за несколько недель до выборов свернуло расследование для того, чтобы не повлиять на исход голосования. Тем временем досье Стила просочилось в прессу. Среди журналистов оно гуляло несколько месяцев. Об этом сейчас заявляют одно за другим многие крупные издания. Однако публиковать его никто не решался. Подтвердить данные Стила репортерам представлялось почти невозможным. Разрешил сомнения журналистов сайт BuzzFeed. Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер в среду вечером заявил, что спецслужбы не причастны к утечке информации о досье в СМИ. Трамп истолковал это по-своему, написав в Твиттере, что Клэппер якобы назвал досье фальшивкой. Сам Трамп считает информацию о досье, цитата, «охотой на ведьм». Кремль также отрицает сбор компромата на избранного президента США. Правительство Узбекистана в среднем на четверть увеличило ставки акцизного налога на производимую в стране алкогольную продукцию и табачные изделия. В соответствии с постановлением президента страны, акциз, в частности на этиловый спирт, вырос на 25%, на натуральные вина на 5%, на коньяк на 27%. Налог на сигареты с фильтром и без стал выше на 33%. Всего за счет косвенных налогов Кабмин Узбекистана планирует в этом году собрать 30 триллионов 26 миллиардов суммов. Это примерно 9 миллиардов 400 миллионов долларов, а это до 68% всех доходов бюджета страны. Сотрудники ташкентских магазинов по продаже алкоголя отказываются говорить на камеру, однако, судя по их кратким репликам, резкое повышение цен на спиртное никак не отразится на количестве потребляемого алкоголя. А розница цена повысилась? Повысится, если та часть, если оптовые цены поднимутся, то и розница само собой повысится. А скажите, а что люди? Количество пищи будет меньше? Нет, кто пил, тот и будет пить. 200. А этот человек, к которому обратился наш корреспондент, с помощью жестов дал понять, что курить и пить не бросит, вне зависимости от того, сколько будут стоить алкоголь и табак. Независимо от того, сколько он стоит. Во французских Альпах проходит гонка на собачьих упряжках. Лучшие погонщики запрягли самых стойких собак для соревнований в международной гонке «Большая Одиссея». Несмотря на захватывающие виды, это суровое испытание. Организаторы утверждают, что дистанция протяженностью в 670 километров покажется участникам как вся 1000. Суммарный перепад подъемов и спусков составляет более 20 тысяч метров. На нынешнем этапе гонки лидирует француз Реми Кост. Ожидается, что участники прибудут к финишу в курортном городке Бонневаль-Сюарк 18 января. Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Встретимся завтра и в это же время. Всего доброго.